Без 10:05. На улице, ребят, с утра у нас так, минус 3 градуса. Чай уже закипел. Будем завтракать. Расцветает. Все в инее. Сейчас тулан отпущу. Да, такое утро. Тихое. Без ветра пока. Ночные заморозки каждое утро, блин. Все во льду. Ё-моё. Что-то рано заморозки пошли. Да. Ладно, сейчас соберемся и уже пойдем. Да, Тулан? Ой, я тебя отпущу. Подожди. Пускай. Вот так вот. Гуляй. На завтрак приготовил лапшу. Слушая радио до 6 утра. Вот ночью еще более-менее как-то какую-то волну можно поймать. Вот. На улице уже посветлело. Сейчас позавтракаю и уже буду выходить в лес. Сегодня будем ходить по ельнику, побродим. Вчера вечером, как закончил съемку, я отужинал, рис съел, потом рис съем, кашу, и как будто не наедаюсь. Вот такое вот чувство. Сегодня лапшу заварил с яйцом. Потом вчера занес, в общем, сало с хлебом, потом сало съел, яйцо съел, и все, я наелся. Каша еще чуть-чуть осталась. Чуть-чуть. Немножко. Такая вот столько. Вот. Не знаю, если сегодня не замерз озеро, то с такими заморозками ночными, наверное, корка льда образуется на озере. Вроде как обещают еще дожди через пару дней. Посмотрим. Надо сегодня мне позвонить домой и узнать погоду. Ориентировочно, какие дни, какая погода. Но знаете, вот через что я в прошлом году прошел, вот испугался, что я замерзну, не могу выехать на лодке. В этом году, если такое случится, то или пережду этот момент, когда вот этот лед растает на реке, или же просто я оставлю лодку и пойду пешком. Вот. Потому что, ну, в любой момент, просто в любой момент может произойти так, что река закроется льдом. Воды мало, течение маленькое, и просто в любой момент можно попасть в капкан, и что тут, ничего не добавить. Вот, а мне хочется еще, конечно же, побыть здесь. Ну, если вдруг не приспичит поехать, я имею в виду, бывает, приходится выезжать и по болезни, или же еще по какой-то причине. Один раз у меня зуб заболел, я готов был ночью пойти домой пешком. Там еще старый охотник, тот, который мне вот это все передал, здесь эти владения, как бы говорит: оставайся, давай поедем с утра на лодке. А я пешком пошел бы, пешком. Нестерпимая боль зубная была. И утром мы поехали на лодке, и, в общем, короче, зубной врач еще у нас был в больнице, сейчас ничего нету, и терапевта нету, и только медсестра и фельдшер, все. А раньше и терапевт был, и зубной врач, и гинеколог, и все было. Анализы принимали, а сейчас ничего нету. Так что
Сейчас только в райцентр минимум поехать. Вот такие дела. Ну, завтрак показал, скромно. Но мне нравится. Как бы эта лапша с яйцом я просто обожаю. А сегодня придем с охоты, буду варить суп. Суп отварим, сварим. А там посмотрим, что дальше будет. Ребят, как и говорил, буду ходить сегодня по ельнику. Сейчас нахожусь возле озера. Вот смотрите, где-то с километра, наверное, от избы прошел. Ни одного взлета, ни шороха, ни шума, ничего нету. Показываю озеро. Вот в таком состоянии уже озера. Первый лед. Все озеро остыло, замерзло полностью. На улице, ребят, такой холодун, дубак. Просто холодно очень. Очень холодно. Хорошо, что я, кроме демисезонной куртки, одел еще пиджак. Прям сперва от избы начал идти, думаю, я так замерзну, ё-моё. Ну, сейчас солнце выйдет, там встанет, потеплеет. Вот такой первый лед вам снимаю. Смотрите, какую чагу огромную нашел. Вот, где-то грамм 800. Пенный ручей. Много лет вам я этот ручей снимаю. И вот, ну, посмотрите, во что превратилось. Здесь, знаете, как водопад, вода по осени идет. Постоянно такой вот грохот, шум и много-много пена. В этом году, ребят, все высохло. Даже и вообще ручья нет. Ё-моё, вот это да. Вот это осень называется. Вообще воды нету. С ручья вода не идет. Вон тулан. Идем. Просто вот тупо идем. Я присматриваю чагу, так как взлетов никаких нету у рябчиков. Ни зверей, ни рябчиков, ни у кого. Вот. Сегодня по ельнику побродим. Завтра, наверное, лучше сходим в сосновый лес, глухарей смотреть. А что-то здесь вообще и свиста, ничего. Какая-то вот глухомань сегодня утро. На улице холодно и гуси не летят. Лебедей не слышно пока. Подлетели два рябчика, один здесь, второй тут. Но больше не подлетают. Сейчас сам подойду к ним. Не подлетят. Только голова торчит. Ну вот, ребят, где-то здесь должен быть. А, вон он. Вот он. Не удержался. Подлетел. Ну вот. Первый сегодня самец. Сейчас расскажу, как все это дело было. И тут я для капкана хорошую штуку нашел.
Вон она лежит. Да. Надо вычистить. Попробую. Вроде хорошие. Второй есть. Еще, наверное, третий будет. Не очень. Да, так себе. Две штуки. Пока достаточно. Капканы ставить. Такие домики хорошие. Просто отличные. На выстрел пришел тулан. Тула. Напала. Ну, чувствует рябчика. О! Вон. Где ты бродил так? Весь сырой. Вон. Ну что сказать, ребят. Добыл первого рябчика сегодня. Ой, какие моменты были. Один раз я вам включался. Два рябчика подлетели. Обеих я видел, как они взлетали и улетали. Но чтобы для стрельбы я их не увидел. Кроме этого, еще в одном месте тулан поднял рябчика. Лаял, рябчик даже и не улетал. Потом я шел, я уже думал, что там никого нету. Рябчик над головой где-то с одного дерева перелетело на другое, я как понял. Но я не увидел его. Не понял, где я услышал. Потом идешь, вот смотрите. Штиль какая-то, тишина. Чавкает только тулан там. Весь сырой пришел. Кого-то лаял там. 2 раза лаял. Один раз немножко облаял, потом думаю рябчик, потом еще дальше, еще один раз слышал и все, перестал. Вот. Ну, в общем, тишина, спокойствие. Но вот начнешь свистеть, откуда-то рябчик появляется. Они как это вот где-то вон там в глуши, в лесу, на высоких елках, березах, но не на земле, не на рябиннике где-нибудь. Вот рябин много, на рябиной вообще не кормятся. Вот. А этот, короче, свищу, слышу, подлетает. 1 раз, 2 раз подлетел, 3 раз подлетел. Ну, как бы вот такими шагами летит в мою сторону. И уже близко пикает там, сидит, я не вижу его. Потом уже включил камеру, как он не верхом подлетел, а низом подлетел, так, и сел на землю. Ну как? Нет, сперва он на дерево сел, потом он на землю сел, и потом он на пень. В общем, удачный выстрел, но близкое расстояние было. Вот такие дела. Ну, знаете, пока буду ходить, пока не надоест. Обратно уже другими путями пойду, так буду собирать чагу. Сегодня целый день я поставлю вот чисто разведкой здесь поброжу. И уже другой раз тоже без собаки как-то здесь надо пройтись.
Тихо, спокойно так, медленно. И может удастся еще добыть рябчиков. Вот. Ну и в то же время на сосновый лес по этой тропе тоже идти надо. Хорошо, что я весной тут распилил. Основная тропа здесь, охочусь на рябчиков. И на сосновый бор здесь тоже отхожу. Вот. Ну, рассказал, как пока все происходило. Еще где-то пару километров пройду и чай попьем. Ребят, небольшой перекур с чаем, с хлебом, с сыром сейчас будет. Тулан что-то воюет. С бобрами, с выдрами. Где-то вот тут. Шум ногам, смотрите, сколько этих. Нору нашел. Это нора у бобров. Такая речушка. Тулан, пошли. Так думаю, что там бобры живут, ребят. Потому что я частенько тут, когда поднимаюсь по реке, постоянно волны вижу. Как-то он не успокоится. Сейчас будет час там копошить. Там. Буду сплавляться там на лодке. Если не забуду, остановлюсь и поподробнее посмотрю там. А отсюда не видно. Вообще там. Короче, пью чай. Пошли! Рюкзак будем освобождать от лишнего груза. Чай с конфетами, с подушечными. Так. Сейчас тепло стало на улице. Но видел еще, слышал, не видел, а слышал в нескольких местах рябчиков. Рябчики там свистели. Звук крыльев слышал, но ничего не удалось добыть. Короче, сегодня пока один рябчик. Прошел уже много. Сейчас глянем. На шум найду. 12 часов уже. Видишь как? 12 часов. Это 6 часов. 6 часов пути уже. Шумно, я имею в виду, местами собираю чагу. Так по пути оставлял там. Там уже все соберу в кучу куда-нибудь у реки. И увезу домой. Ладно, сейчас я пью чай вот с таким сыром плавленным и с хлебом. Весь обед. Вот. Ну, топать сейчас примерно обратно. Если не спеша, сейчас шел 6 часов. Быстро, примерно 3 часа. За 3 часа я должен дойти до избушки. Вот. Все, отдыхаем. Сейчас реально минут 20 буду сидеть, отдыхать. Вот такой бутерброд охотничий. Питательный, с черным хлебом и сладким чаем. Самое это. Каждый год так беру с собой. Если бы не нравилось, если бы не было толку от этого сыра, скажем, я бы не брал с собой.
порционный. Одну или две штуки съел и все. Вот тебе и обед. Вкусно. Вот речушка. Короче, оставил метку такую. Буду сплавляться, надеюсь, не забуду, замечу. Вот. Потому что я здесь оставил чагу. Опа. Вот тут. На себе это просто не потащишь. Вот смотрите, сколько тут. Большие, крупные. Здоровые такие все. По 5 килограмм на шматок. По пути загружу и уже увезу домой. Выстрелил рябчик. Ой-ой-ой, беда. Это тулан постарался, блин. Тулан, фу. Ай, нафига так сделал, а? Все, без перьев уже там. Тут рябчик. Рассказываю. В общем, я шел. Тишина в лесу. И вот от собаки там несколько штук рябчиков поднялось. Поднялись прям вертикально. Такие высокие березы, как видите, вон они какие. Вот. И над головой где-то еще один сидит, но я не вижу его. Реально. Может, в елку куда-то сел, он затаился. Ладно, в другой раз встретимся. Короче, ориентировочно одного я увидел, куда он сел. Только начал подготовиться. Второй сел, и прям хорошо видно. И такой выстрел красивый получился. Во-первых, расстояние примерно 50 метров. Не ближе, 50 метров. Сидит, в оптический прицел смотрю, а собака лает этих рябчиков. И он уже так вытянулся. Он сейчас, думаю, взлетит. С колени там прицеливаюсь. Вижу, как шатает меня от адреналина, сердцебиения. Короче, выстрелил и попал. Точно попал. Прям камнем он упал. И тулан по деревам, он там, короче, немножко разерванил. Но нормально. Самое главное, тулан никогда еще не было случая, чтобы он украл. Чтобы вот птица упала, хоть даже рябчик или глухарь, он схватил и убежал, такой не был. Но он любит перья удергивать там. Вот. Траву ест. Вот такие дела. И это уже получается сегодня второй рябчик. Айда вроде, айда у меня рябчика и тетерку там уносила. Глухарей не могла. Тоже как бы хотела убежать с глухарем, но не получалось. Блин, такие березы шикарные. Ну, примерно 3 штуки тут рябчиков есть. Вот именно на этом месте. Полпути примерно прошел. Полпути до избы. Начинаю уставать. Нормально тоже набродился сегодня, конечно. Тулан тоже лег, охраняет. Когда Айда жива была, скажем, я кого-то добывал, там, глухаря, в рюкзаке глухарь лежит, Айда рядом с рюкзаком, хрен подойдет туда, тулан, не подпускала. Близко даже не подходил тулан. Айда постоянно там зубы там покажет, тулан все сразу отходит. Вот. Опять штиль. Погода вообще штиль. Но для охоты просто идеальная погода. В том смысле, что нет этой
ни этих дождей. В принципе, если на рябчика без собаки ходить, с манком, далеко слышно сегодня. Рябчики там бывало там издалека прилетают. По нескольку раз там садились там. Классно. Ну, первые дни, ребят, я, как и говорил, буду с собакой ходить. Сейчас все разведаю, посмотрю, где, как, что. Следы медведя есть или нету. Может, где-то еще какой-то падаль у медведя. Чтобы это я видел, понял, что зверя нету, опасности нету. И уже начну в одиночку ходить. Встречи в любой момент может быть тоже со зверем, но немножко собака веселее все равно. Вот так. Сел и не хочу даже встать. Сейчас тягу возьму. Еще где-то у меня осталось метров 400, наверное. На себе это я унесу, там возле реки оставлю. Это получается третья куча. Это запоминающее место. Второе отметил. Третье тоже помню. Три места будет. Вот так. Ну, немножко поболтал, отдохнул. Дальше в путь. Сейчас эту тягу еще заберу. Ну вот. Мы уже у избы. Так, ребят. Давайте еще минутку поговорим. И сегодняшний день будем заканчивать. Короче, мы дошли до избушки. Все хорошо. Как и говорил, примерно 2,5. Ну, 3 часа говорил, а примерно 2,5 часа я шел. В сегодняшнем походе добыл 2 рябчиков. Вот. Пришел в избушку. Избушка, печка погасла. Прохладно. Сейчас затопил печку. Уже там поставил чайник. Котелок с водой. Сегодня буду варить суп из консервов. Также поставил кашу для тулана. Сегодня буду варить. Ну, на завтра уже. Сегодня. Сейчас, в данный момент он накормлен. Я остатки рисовой каши дал. Там хлеб, рисовую кашу и внутренности у рябчиков. В общем, он сытый и все. Он даже и до завтра голову не поднимет, будет спать. Вот. А на завтра я ему приготовлю уже перловую кашу с тушенкой. У него еще 2 банки есть. Так, хотел на рыбалку, но сегодня уж точно не получится. Устал, ребят, честно устал. И вас не хочу обманывать, и себя не хочу, чтоб переутомился от этой ходьбы. И сегодня ночью тоже как-то не очень хорошо спалось. Много раз просыпался. Как я буду варить суп, уже показывать не стану. Там много раз уже показывал. В следующий раз уже как-нибудь из рябчиков суп сварим. Там внутренности собираю, желудок, печень. Это все отдельно. Блюдо тоже сделаю с перловкой каждый год. Так я готовлю. Вот. Вот сегодня рябчика, которого немножко пожевал там тулан, вот его отделил. Эту птицу, и из нее там самочка вроде как, сварю суп. Вкусный получится. Я вот так прикинул и думаю, мало картошки я взял. Ну, ничего страшного. Если, скажем, из боровой птицы, для боровой птицы очень хорошо подходит перловая крупа, перловая. Вместо картошки.
не рис, не макарон или еще какие, а вот именно перловая. Перловая прям идеально подходит к боровой птице. Можно и зайца приготовить, тоже блюдо с перловкой. Вот, так что перловка в избушке тоже, запас тоже должен быть. Вот. А в остальном ничего такого не происходило. Тулан зверя никакого не поднимал, скажем, животного, лося там или еще оленя там. Не было такого. Ну, рябчики там. В принципе, рябчики есть. В сравнении с прошлым годом более-менее. Вот сегодня тоже как бы за весь день примерно, наверное, штук 10 будет. Кого-то слышал, кого-то видел. Вот так вот за целый день у меня набралось примерно штук 10. Может и больше даже есть. Может, вот что было там, тех услышал, увидел. Не знаю. В общем, не буду дальше жечь гигабайты. День прошел и с пользой, не пустые, как-никак. Будем надеяться, что будет больше. Завтра в планах у меня сходить в сосновый лес, там интересные места тоже будут, вырубки. И не знаю, как получится, уже посмотрите в следующей серии. А сейчас я дальше бытовые дела. В принципе, дрова есть на сегодня. Но все равно, чтобы время впустую не тратить, я 1 или 2 раза схожу за дровами и попутно буду варить. Потом уже разденусь и буду отдыхать. Вот и все. Давайте, до завтра.